Глава 21. Устранение 7 смертных страхов. Моя мать Бетти Самрелл была властной женщиной. Страх не имел места в ее жизни, а я наблюдал ее в течение 50 лет. Когда неблагоприятные условия нависали над ней, она знала, что должна выстоять. Моя мать была уверена в слове и убеждена, что Бог исполняет свои обещания. Она жила жизнью победителя. Владычество доступно каждому верующему. Выбор за тобой. Решись быть победоносным во Христе. Многие отказываются осуществлять власть, данную им Богом через Иисуса Христа. Они боятся выступить вперед и стать хозяином сложных сфер своей жизни. В Деяниях святых апостолов 1:25 говорится, что Иуда потерпел поражение, потому что отпал, стал преступником. Это не было случайностью. Со стороны Господа не было проявления слабости или предоставления недостаточных сил. Иуда пал, потому что отказался от властвования. Он уступил себя дьяволу и потому потерял свою жизнь. Все мы знаем людей, отказавшихся проявлять божественную власть. Некоторые умерли преждевременной смертью, другие потерпели крах в бизнесе или позволили дьяволу разрушить их дом. Дьявол предпочитает атаковать твою властность посредством страха в следующих 7 областях. Первая область – страх перемен. Тот, кто отказывается от перемен, быстро стареет. Мы говорим, что он попал в колею, имея в виду отказ изменяться. Страхи смены работы, переезда, появления новых друзей часто разрушают силу власти. Многие могли бы процветать и побеждать, если бы не боялись изменений. Вторая сфера – страх перед людьми. Заставить нас бояться людей – это проделка дьявола. Враги Неемии старались запугать его. Неемия ответил их наемному предсказателю: «Может ли бежать такой человек, как я?» Неемия знал свою власть и потому не имел страха. Иногда люди боятся своего начальника из-за его подавляющего превосходства и строгой требовательности. Некоторые боятся признаться соседям в своих отношениях с Иисусом. Бог сказал своему пророку Иеремии: «Не бойся их, ибо я с тобою». Иеремия, 1 глава, 8 стих. Итак, мы не должны бояться людей. Третья сфера – страх перед неизвестным. У человека никогда не будет власти, если он боится неизвестного. Бог управляет неизвестным, и его созидательная энергия мощнее всяких разрушительных сил. Уясни для себя, что Господь возложил свои руки на твое завтра, и тебе не надо бояться неизвестного. В главе 13 чисел 12 соглядатаев были посланы в Палестину разведать землю обетованную. 10 из них вернулись с тем, что Библия назвала худой молвой. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие. Они докладывали Моисею о великанах, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Народ Израилев поверил словам напутных разведчиков, совсем забыв, как Бог вывел его из Египта, не через мощь израильтян, но посредством своей силы. Забыли они о знамениях в пустыне и отказались взять во владение то, что им уже принадлежало. Пришлось им повернуть назад в Синайскую пустыню и 40 лет странствовать по безводным землям, пока не умерли. Ни один из взрослых, заразившихся страхами соглядатаев, не достиг земли обетованной. Господь сказал: «Это ваша страна», а дьявол добавил: «Ну вы такие маленькие, такие слабенькие, такие ничтожные». Израильтяне поверили дурным словам, и страх неизвестности не позволил им получить Божий дар.
Четвертая сфера – страх ответственности. Никто не может радоваться своим владениям, если боится брать на себя ответственность. Если ты желаешь оставаться на дне, потому что тебе страшно принять ответственность, то никогда не познаешь радость властвования. Следующая сфера – страх поражения. Ничто не разрушает мощь властвования сильнее, чем крадущийся страх неудачи. Дьявол поощряет страх. Но ведь Дух Иисуса не знает поражений. Когда мы связаны с Ним, нам не грозят неудачи. Страх поражения идет от дьявола и должен быть отторгнут до того, как ты будешь вознагражден властью. Страх лишней работы. Ты бы удивился, узнав, что миллионы людей боятся того, что не справятся с дополнительной работой. Они не понимают, что пока тревожатся об этом, не смогут завершить что-нибудь стоящее. Дополнительная работа вызывает духовный и материальный рост. Страхи, идущие от дьявола, всегда преувеличены и ошибочны, поэтому никогда не бойся браться за дополнительную работу. Страх физического и умственного упадка. Многие мужчины и женщины испытывают мучительный страх перед спадом своих возможностей. Они боятся резкого ограничения физических и духовных сил. Иов говорил: «И чего я боялся, то и пришло ко мне». Мы должны отринуть подобные страхи и присоединиться к тем, кто получил властвование. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Укори дьявола, и он убежит от тебя. Выговори страху, и он покинет тебя. Отразив однажды стрелы страха, ты станешь сильной личностью, каким и хочет видеть тебя Бог.